День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных из них. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев, и вот о чем мы расскажем в ближайший час. Место России в мировой экономике, потенциал регионов и снижение бедности. Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМФ. Расскажем, о чем еще говорил российский лидер. За 6 лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП. Якутия же на полях форума подписала 15 соглашений с общим объемом инвестиций в 37 миллиардов рублей. За ключевыми моментами форума следила наш корреспондент Айсена Бурнашова. Петербургский международный экономический форум – один из крупнейших событий в России и в мире. В этом году его участниками стали 17 тысяч человек из 136 стран мира. В Якутии режим ЧС по паводку изменили с регионального на федеральный. Решение позволит оперативно устранить последствия и обеспечить выплаты компенсаций. Пришли откуда не ждали. В Алданском районе 20 человек пострадали от укусов клещей в наступившем сезоне. В числе укушенных 3 детей. Прививка обязательно нужна. И после выхода из леса надо себя обязательно осматривать. До главного спортивного события остается меньше 2 недель. К играм «Дети Азии» готовятся от мала до велика. Спортсмены завершают тренировки, а город заканчивает благоустройство. Для достижения победы атакующий спортсмен должен выполнить бросок на спину на татами, либо же выполнить удержание на 30 секунд. В каждом российском регионе нужно сформировать универсальную инвестсистему с алгоритмом, который будет понятным для бизнеса. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, на всей территории страны должны быть утверждены единые принципы привлечения инвесторов. Универсальная инвестсистема должна быть создана в каждом российском регионе. Ее алгоритм действий должен быть понятен для размещения производства и бизнеса, указал Владимир Путин. Кроме того, российский лидер предложил правительству рассмотреть возможность того, чтобы закрепить инвестстандарт на законодательном уровне. Знаю, что есть предложение закрепить инвестиционный стандарт законодательно. Предлагаю правительству обсудить эту тему с бизнес-сообществом и регионами. При этом подчеркну, сейчас задача, что называется, раскрутить этот механизм, активно применять его на практике. Вот в чем состоит наша цель на ближайшее время по этому направлению. А для тех команд, которые добьются здесь лучших результатов, считаю нужным предусмотреть и стимулирующие механизмы на уровне правительства Российской Федерации. Несмотря на все санкции, Россия остается ключевым экономическим игроком мировой торговли, активно развивает логистику. Об этом также глава государства сообщил на полях ПМФ. Рост торговли со странами Азии составил 60%, а на долю дружественных стран приходится 3/4 товарооборота страны. Особое внимание, считает российский лидер, нужно обращать на экономику быстро растущих государств. Именно им предстоит определять будущее в глобальной экономике. Отмечу, что в минувшем году совокупный ВВП стран Евро-АЗС вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли на 4,7%. Причем его структура, отмечает Путин, качественно улучшилась, и выросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Россия занимает 4-е место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. Как я уже сказал, опередив Японию. Но, что хотел бы отметить. Дело, конечно, не в системах оценки и расчетов ВВП, и даже не в формальном выходе на 4-ю строчку. Мы вот где-то рядом. Россия, Федеративная Республика Германия, Япония. Разница небольшая. Мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать. С 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Ежегодно они будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Путин заметил, что экономике страны нужны не только молодые кадры, но и опытные, знающие специалисты, которые и сами компетентны в своем деле, и коллег могут многому научить, стать для них настоящими наставниками.
В этой связи важно поддержать стремление людей, которые достигли пенсионного возраста, продолжать работу, приносить пользу, заметил Путин. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо. Прошу партию «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию. Знаю, что и все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно, это поддержат. Безработица в России в апреле составила всего лишь 2,6%, снизившись даже в тех регионах, где была исторически высокой. И теперь главный вопрос – где найти кадры, а не где найти работу? Об этом также на полях ПМФ заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что одним из важнейших структурных изменений, которого добиваются власти, является новое качество рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%, что особенно важно. Мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас где найти кадры. Ну а сам Петербургский международный экономический форум завершился в северной столице. Якутия подписала 15 соглашений с общим объемом инвестиций в 37,9 миллиардов рублей. Также регион вошел в топ-20 национального рейтинга состояния инвестклимата. В этом году Якутия улучшила показатели и заняла 14 место рейтинга. Об основных событиях, ключевых подписаниях на ПМФ 2024 расскажет моя коллега Айсена Бурнашова. Петербургский международный экономический форум – один из крупнейших событий в России и в мире. В этом году его участниками стали 17 тысяч человек из 136 стран мира. Форум проходит в 27-й раз. В этом году его главная тема – основа многополярности, формирование новых центров роста. Конечно же, Петербургский форум для нас очень важен, и в рамках него подведена большая многомесячная работа по разным направлениям. Подписано 15 договоров и соглашений, общая сумма порядка 40 миллиардов рублей. И вопрос даже не в деньгах, а вопрос в очень важности этих соглашений, начиная от разработки совместной с Алроса и Сахатранснефтегазом месторождений, их освоения, углеводородных месторождений Западной Якутии. Освоение участков Улугурского и Эргейджейского будет осуществляться в рамках совместного предприятия Алроса и Сахатранснефтегаза. Поисковые этапы и постановку запасов на госбаланс завершат в 2026 году. Для республики проект имеет важное значение, поскольку поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию газификации и росту дополнительных налоговых отчислений в бюджет региона. Мы собираемся провести вместе масштабные геологоразведочные работы, оценить эти месторождения и найти им достойное применение. То, что она найдется, нет никаких сомнений, с учетом того, что государство позаботилось и инфраструктура для того, чтобы транспортировать эти недра, сейчас в Западной Якутии прямо рядышком под боком. Вопросы реализации крупных транспортных проектов в Якутии, в том числе строительство Ленского моста и транспортного коридора с задействованием железнодорожного смешанного пункта пропуска Джилинда, глава Якутии обсудил с министром транспорта России Романом Старовойтом. Речь шла и о включении ряда аэропортов республики в федеральный проект по развитию инфраструктуры аэропортов. Безусловно, это
реконструкция аэропортов. Сегодня ведется работа по строительству и реконструкции предыдущих аэропортов Мирный, Полярный. И, соответственно, это новая пятилетняя программа по реконструкции аэропортов, где мы поставили вопросы аэропорта Усть-Куйги и Ленска дополнительно к тем, которые сегодня рассматриваются, такие как Зырянка, Маган и другие аэропорты. На ПМФ обсудили и тему спорта. Презентовали 8-е игры «Дети Азии». Они пройдут менее чем через месяц в Якутске. Глава профильного ведомства Михаил Дегтярев оценил медали игр. Награды выполнены в национальном стиле с изображением якутских сергей в центральной части. Мы рады, что очень много людей это привлекло внимание, да. И сегодня министр спорта Российской Федерации Михаил Владимирович при встрече с Арсением Сергеевичем Николаевым подтвердил о том, что приедет на открытие 8-х международных игр «Дети Азии». Быстрее, выше, сильнее и в инвестициях. Якутия вновь вошла в 20-ку лучших регионов национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году республика улучшила свои позиции и заняла 14-е место рейтинга. Республике удалось добиться роста интегрального индекса республики, который является самым основным показателем улучшения состояния инвестиционного климата. Мы улучшили этот интегральный показатель, индекс, на 9,75 балла. И у нас данный показатель за 2023 год составляет 270 баллов. Главным событием форума стало пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина. Глава государства рассказал о 9 главных структурных изменениях, которые происходят в стране сейчас и которые будут активно поддерживаться правительством. Сегодняшнее выступление президента можно назвать такими стратегическими задачами на ближайшие годы по повышению уровня жизни людей. Прозвучало очень много новых таких подходов, многих поручений, и заканчивая уже вопросами обеспечения технологического суверенитета, ускоренного развития IT-индустрии, развития высоких технологий. И что нас не может не радовать, отдельно было сказано президентом о развитии креативных индустрий, по которым как раз пример Якутии является одним из лучших в стране, и о том, что должен быть раскрыт в ближайшие годы потенциал каждого региона. Айсена Барнашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Санкт-Петербург. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоги недели, мы продолжаем. В Якутии режим ЧС по паводку изменили с регионального на федеральное. Решение позволит оперативно устранить последствия паводков и обеспечит выплаты компенсаций пострадавшим в полном объеме. По словам вице-премьера Дмитрия Садовникова, размер ущерба, нанесенный весенним паводком, на сегодня составляет 2,9 миллиардов рублей. Подсчет полностью завершен в Намском, Алекминском, Нюрбинском районах и продолжается в Анабарском районе. Всего при прохождении весеннего половодья этого года от негативного воздействия вод пострадали 27 населенных пунктов в 4 муниципальных районах. Подтоплению подверглись 1168 дворовых территорий, 1010 жилых домов, пострадавшими признаны 4056 человек. Тем временем в некоторых районах республики уже установился 3-й и 4-й классы пожароопасности. Для борьбы с возгораниями и профилактики лесных пожаров в регионе работают 2 самолета-зондировщика, которые вызывают осадки. О работе самолетов расскажет мой коллега Александр Хавренко. В 2022 и 2023 году в разгар пожароопасного периода в республике работали специализированные самолеты с оборудованием для искусственного вызывания осадков. Практика использования таких бортов себя оправдала. Лесных и ландшафтных пожаров было намного меньше, чем в 2021 году. Практику было решено продолжить, и сейчас на территории Якутии работает сразу 2 самолета-зондировщика. Ежедневно планируем работу вылетов самолетов. По заявкам службы спасения они вылетают. Мы мониторим лесопожарную обстановку. И в период паводка также учитывали паводкоопасные участки. И сейчас с учетом классов пожароопасности, с учетом наличия термоточек, мы определяем районы. Один из самолетов – это новосибирский Як-40, на который установлено оборудование для отстрела пиропатронов.
При наличии ресурсной облачности самолет влетает в заданный район и производит засев облаков. Самолет имеет потолок около 8 километров. Облачность, пригодная для искусственного увеличения осадков, для засева, она составляет около 6-8 километров. Поэтому этот самолет полностью пригоден для работ по засеву облаков. Есть возможность зарядки 384 перепатронов. Перепатроны содержат активный реагент йодистое серебро, который распыляется в атмосфере и способствует увеличению осадков. Положительный опыт использования зондировщиков привел к тому, что в республике было принято решение создать собственный борт, который бы специализировался на вызывании искусственных осадков. И в прошлом году такой самолет появился. Под эти нужды был переделан гражданский борт компании «Полярные авиалинии». Всего же в России работают 4 зондировщика, 2 из которых находятся в Якутии. Одного самолета и даже 2 мало для такой большой республики, потому что территории большие, 3 миллиона квадратных километров Якутия. И если мы посмотрим, вот просто, грубо говоря, для понимания, чтобы из Якутска долететь до Мирного, да, нужно порядка 1,5 часов. А еще, соответственно, работать и все прочее. Поэтому для удобств было бы, конечно, использование нескольких бортов, да, вот по нашим задачам в разных точках республики. Самолеты будут находиться в Якутии на протяжении всего пожароопасного сезона. И будут в случае необходимости вызывать дожди в местах возникновения лесных и природных пожаров. Главное – найти подходящее облако. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Еще одна проблема, связанная с лесами. В Алданском районе 20 человек пострадали от укусов клещей в наступившем сезоне. В числе укушенных 3 детей. Какие меры профилактики необходимо принимать, чтобы обезопасить себя, расскажут наши корреспонденты. С наступлением долгожданного тепла клещи не заставили себя ждать. По данным Роспотребнадзора, в Алданском районе от кровососущих пострадали 20 человек. Все случаи имели место в населенных пунктах и на дачных участках. Да, у нас на сегодняшний день зарегистрировано 20 случаев нападения клеща на человека, в том числе на 3 детей. Больше всех укусов зарегистрировано в городском поселении город Томот и поселок Нижний Куранах. Проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано 5250 квадратных метров. Это летние лагеря, это промышленные предприятия. Врачи напоминают, в случае нападения клеща не извлекайте его самостоятельно. При обнаружении на себе кровососущего необходимо срочно обратиться в больницу. Если вы ранее не ставили прививку, в медицинском учреждении вы получите экстренную профилактику. А снятый кровопийца будет направлен на исследование в Республиканскую вирусологическую лабораторию. 11 клещей мы отправили на вирусологические исследования, которые у нас на месте проводиться пока не могут, но в скором будущем, я надеюсь, это тоже произойдет. Результаты пока неизвестны. Клещи являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как болезнь Лайма и энцефалит, нарушение речи, потеря координации движений, частичный или полный паралич и даже гибель. Последствия укуса зараженного кровососущего могут оказаться роковыми. Максимально эффективную защиту гарантирует только иммунизация. Вакцинация прошла более-менее хорошо. Сегодня провакцинировано 2049 человек, в том числе 347 детей. Весна является оптимальным временем для вакцинации, поскольку иммунитет формируется в течение нескольких недель. Гражданам, которые по каким-то причинам не позаботились о прививке заблаговременно, остается уповать на неспецифические меры профилактики. Прививка обязательно нужна. И после выхода из леса надо себя обязательно осматривать. Я вот уже как-то к этому отношусь очень серьезно. Чтобы снизить риск нападения клеща, на природе рекомендуется максимально прятать открытые участки тела и обрабатывать одежду специальным спреем. Для прогулок лучше выбирать экипировку светлых тонов. На ней членистоногая более заметна. При выходе из лесных массивов необходимо проводить самоосмотры и взаимоосмотры. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Перейдем к другим темам. Более 60 незаконно установленных гаражей вывезено МУП «Жилкомсервис» за этот год. Работа началась еще в апреле. До ноября по плану должно быть вывезено 288 незаконно размещенных крупногабаритных объектов. Подробнее о том, как проводится эта работа, знает мой коллега Юрий Осипов.
Гараж, стоящий вплотную к стене здания, нарушает правила пожарной безопасности. По закону к двери объекта было прикреплено извещение о его перемещении. Однако владелец не объявился в положенное время и установить его не удалось. В результате гараж был признан бесхозным. Перед тем, как гараж вывозится, соблюдается некий регламент. То есть вначале на гараж вешается требование, уведомляет хозяина о том, что его гараж размещен неправомерно, либо это пожарная безопасность, либо те или иные условия могут быть. То есть у него нет договора с территориальным органом или так далее. Далее идет 7 рабочих дней. После этого ТОУ вешает уже требования о том, чтобы уведомление о том, чтобы гараж будет вывозиться. И в течение после одного дня мы уже приезжаем и гараж забираем. Работа по вывозу гаражей начинается в мае, когда оттаивает земля, и продолжается до ноября. В этот период по плану должно быть вывезено 288 незаконно размещенных объектов. На сегодняшний день транспортировано более 60 гаражей. Однако без проблем работа не обходится. Бывают такие моменты, что выходят хозяева, они очень сильно мешают, препятствуют, очень много ругаются. Бывают некоторые случаи рукоприкладства. Поэтому... Как вы решаете эти вопросы? Ну, как мы будем решать? Обычными словами пытаемся успокоить, объяснить, донести, что это просто работа. В крайнем случае вызываем уже участковых, затем они уже сами работают. Вывезенные объекты хранятся на территории жилкомсервиса, пока владелец его не заберет. Вместе с тем, расходы по перемещению и хранению гаражей ложатся на их владельцев. Если человек не вывозит гараж со штрафстоянки в течение 3 дней, то ему начисляется стоимость хранения. Она зависит уже от площади гаража. Так, гараж площадью до 15 квадратных метров обойдется его владельцу в 830 рублей 64 копейки. Свыше 15 квадратов 1663 рубля 44 копейки. Свыше 30 квадратов уже 3326 рублей 88 копеек. Перемещение же одного объекта обойдется владельцу почти в 10,5 тысяч рублей. Вывоз незаконно расположенных гаражей – это не только вопрос удобства или эстетического вида города, но в первую очередь требования безопасности. Так, неудачно установленный гараж может стать причиной аварии или помехой для проезда спецтранспорта. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. Ну а в Нерюнгри продолжается ремонт дорожного покрытия. Речь идет как о ямочном ремонте автомобильных дорог, так и о карточном. В этом году особое внимание будет уделено внутриквартальным проездам и ремонту тротуаров. Подробности в следующем материале. На сегодняшний день по проспекту Геологов от улицы Аюнского до поворота на гостиницу «Чолбон» выполнены работы по карточному ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 22 тысячи квадратных метров. Ремонт дорог только начался. Будем надеяться, что в течение лета справятся, дороги отремонтируют. А пока это совсем капелька в море, поэтому ждем результатов дальше. В принципе, то, что сделали, приятно, дорога, конечно. Сами, наверное, ездили, видели. Ждем, что все дороги исправят и будет все огонь. Сейчас, например, Геологов, улицу заасфальтировали довольно неплохо относительно наших, реалий. Я водитель, да. Да, делается, конечно, делается. К лучшему, но Геологов сейчас сделали. Да, лучше становится, конечно. На участке от улицы Аюнского до моста через речку Беркакит ведется ямочный ремонт методом инфракрасного нагрева, после чего подрядная организация проведет ямочный ремонт на автомобильной дороге, ведущей к Обрядовой поляне и Сех. Дополнительно планируется карточный ремонт улицы Амосова и на дороге вокруг парка имени Черяева. Помимо ремонта автомобильных дорог, планируются работы по ремонту внутриквартальных проездов площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Дополнительно Нерюнгринской городской администрации в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики направлены заявки для софинансирования работ по ремонту улицы Строителей, Южно-Якутской 2 этап и дороги от проспекта Геологов до больничного комплекса. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Дело их жизни – забота об обездоленных. 8 июня праздник отмечают социальные работники.
Сотрудница отделения помощи на дому Управления соцзащиты по Алданскому району Мария Благодарная пришла в профессию 7 лет назад. В ее группе сейчас 11 человек. Какого рода помощь требуется одиноким пожилым людям, Мария поделилась с юными пациентками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Социальный работник отделения помощи на дому районного управления соцзащиты Мария Благодарная пришла к одной из своих пациенток. У Валентины Ивановны Ладудько на сегодня запланирована генеральная уборка. Также предстоит помыть окна и постирать шторы. Впрочем, с двумя помощницами Мария управится быстро. В работу Вера и Ира включились сразу же. Ну, стесняется немножко, понятно, первый раз. Ну, молодцы девчонки. Молодцы. В процесс включились быстро. Даже нашли, где что сделать самостоятельно. Молодцы. У Валентины Ивановны Вера и Ира попробовали себя в качестве соцработников, а Мария показала девочкам суть своей деятельности. Идею приобщения подрастающего поколения к профессии инициировали педагоги Алданского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Помощь одиноким пожилым гражданам способствует формированию у подростков доброты и отзывчивости. Ну, вообще понравилось очень. Вот, помогали бабушкам, там протирали пыль. Вот, убирались. Хотелось бы еще где-нибудь так вот помогать. На сегодня Мария запланировала посещение еще одной своей пациентки, Раисы Николаевны Гавриловой. Предварительно нужно было зайти на рынок за покупками. Ягоды соцработник выбирала вместе с девочками. Девчонкам показали, что делает социальный работник, что входит в его обязанности. Уборка, стирка, готовка, значит, ходит по магазинам. Да? Чаще всего работа по дому, влажная уборка, доставка продуктов всем это обязательно. Доставка лекарственных средств обязательно, оплата коммунальных платежей раз в месяц, соответственно, тоже у многих. В отделении помощи на дому Управления соцзащиты по Алданскому району Мария работает более 10 лет. Сейчас у нее на обслуживании 11 человек. Старшей пациентке 88 лет, самому молодому скоро исполнится 70. Наряду с внимательностью и аккуратностью в Марии пациенты особенно ценят безотказность и готовность прийти на помощь в любое время. Если я не могу вызвать врача, она в этом вопросе поможет. Вызовет меня врача, принесет лекарства, сделает уборку в квартире. Все так добросовестно и может откликнуться на любую мою просьбу. Принесут продуктов, приготовят на 3 дня в холодильнике. Здесь уже я сама достала, разогрела. В отделении помощи на дому районного управления соцзащиты числятся около 200 пациентов. Их обслуживают 20 социальных работников. Договором определяется основной круг задач. Детали обговариваются в индивидуальном порядке. Совместный учет ведется и выполненным делам. На будущее планируется, чтобы у каждого соцработника был планшет, что облегчит работу, не ведение дневников. Они в планшетах отмечают свои услуги, эти услуги попадают в общую программу АСП, и уже больше времени мы будем уделять самим подопечным, потому что сейчас, конечно, очень большой объем работы в бумаге, в программе, работы в программе, что нам не хватает времени. Инновационные технологии призваны усовершенствовать процесс и повысить эффективность деятельности. Между тем, в социальной работе первоосновной составляющей была и остается забота человеческая. Доброта, самоотверженность и умение сопереживать – эти качества для соцработника профессиональные. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. И в продолжении темы тех, кто работает на благо. 1900 человек будут работать в волонтерском корпусе 8-х международных игр «Дети Азии» по 19 функциональным направлениям. Большинство из них – это жители республики, а также 180 человек из других регионов России и 3 иностранца. Каждый отобранный на игры волонтер проходит 8 онлайн-курсов, и с 18 июня уже начнется очный этап обучения. Все волонтеры будут обеспечены питанием и экипировкой. На сегодняшний день волонтеры все этапы аккредитации прошли. Сейчас подготовка идет полным ходом. Наши волонтеры работу начинают уже с 10 июня. Это волонтеры аккредитации, волонтеры выдачи экипировок. Они уже свою работу начинают в рамках игр «Дети Азии».
Многофункциональный спортивный зал в Сайсарском округе будет полностью готов к играм «Дети Азии». Сегодня там осталось провести косметический ремонт и собрать мебель. Подробнее о новом спортивном объекте в Якутске расскажет Юрий Осипов. Новый спортивный объект площадью 2800 квадратных метров включает в себя универсальный зал для художественной гимнастики и для игровых видов спорта, отдельный зал для бокса и тренажерный зал. Возведение нового объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Строительство заняло около года. В прошлом году активную фазу стройки начали с начала весны. Вот завершаем. Сейчас осталась сборка мебели, дособирать мебель. В самые активные дни строительства, около 70 человек тут работало. Очень много спецтехники, кранов, автовышек. Здесь будут проходить предварительные соревнования по волейболу игр «Дети Азии». После завершения соревнований в новом многофункциональном зале будет располагаться детско-юношеская спортивная школа номер 9. После игр будут, здесь планируется художественная гимнастика будет, бокс, пауэрлифтинг. Ребята будут заниматься пауэрлифтингом, хамска и вольной борьбой. По мнению Василия Рязанского, появление нового многофункционального зала – это поистине историческое событие. Это первый подобный зал в Сайсарском округе. В одном из самых больших районов Якутска проживает около 42 тысяч человек и расположено 5 школ. Этот зал стал не только подспорьем для проведения соревнований различного уровня и тренировок, но и настоящим подарком для всех жителей района. Юрий Осипов, Нюргун Старостин, Якутск. Несколько тысяч человек, тренеров и спортсменов примут участие в международных играх по многим олимпийским видам спорта, включая дзюдо. Сколько спортсменов выступят на международной арене и как идет подготовка дзюдоистов, расскажет Даяна Федорова. После тщательного отбора дзюдоисты приступили к тренировкам. До масштабного события остается немного времени. В этом виде спорта наряду с бросками разрешены удушающие и болевые приемы на руки. Спортсмены выступают в кимоно на специальных матах, которые называются татами. Для достижения победы атакующий спортсмен должен выполнить бросок на спину на татами, либо же выполнить удержание на 30 секунд. Методично и настойчиво спортсмены отрабатывают на ковре технические элементы. Якутию представят две сборные команды. Это 25 дзюдоистов. Первая команда выступит в 17 весовых категориях, а во второй выступят 8 дзюдоистов, 3 из которых девочки. Сильно хотим попасть на пьедестал. Это будет хорошая медаль, копилку нам всем. На международной арене, думаю, волнение у всех будет. И много стран. Мы будем бороться за Россию, за Республику Саха-Якутия. Среди спортсменов есть как и те, кто уже ранее принимал участие в играх «Дети Азии», так и те, кто будет выступать впервые. Я ранее принимал участие тоже в «Детях Азии» в Владивостоке. Было нелегко, были очень трудные схватки. Я стремился к победе все равно, но немножко не хватило. Подготовка идет очень хорошо. Занимаемся и будем стремиться к победам. В 8-х международных играх «Дети Азии» по дзюдо будет разыграно 17 комплектов медалей по не менее 6 весовым категориям, как среди юношей, так и среди девушек. Для своего уровня достаточно хорошая команда. Мы все стараемся для этого делать, вывозить также на сборы. И, соответственно, двухразовые тренировки в последнее время тоже дают свой объем. Тренировки продолжатся вплоть до старта соревнований. А спортсмены продолжат совершенствоваться для того, чтобы во всеоружии встретить соперников из других стран и регионов. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Поговорим о следующем виде спорта, представленном на играх. Это волейбол. Юношеская сборная Якутии ежедневно проходит тщательную тренировку. Подробнее о них расскажет мой коллега Тимур Калмогоров. Отбор и подготовка к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии» начались 2 года назад, сразу после окончания предыдущих спортивных игр во Владивостоке. Сейчас спортсмены тщательно готовятся, отрабатывают удары, исполняют командную атаку и защиту под внимательным наставлением опытного тренера. С утра встаем, идем на тренировку, тренируемся 2 раза в день и занимаемся своими делами, отдыхаем и на следующий день также. Максимально пытаемся укомплектовать свой день,
чтобы он проходил с пользой. Сборная команда Якутии укомплектована из воспитанников Якутской волейбольной школы, ребята из которой пришли с разных улусов республики. Всего это 12 игроков и 3 резервных кандидата в возрасте 15-16 лет. Ну, наши участники сборной, они очень талантливые, я бы сказал, очень сильные. Я хочу сказать, что то, что мы хорошо себя проявим на Дети Азии. Тренировочные сборы прошли в Краснодаре, Якутске и в летнем лагере в селе Намцы. За время подготовки сборной республики пришлось не раз столкнуться с сильными командами. Так, из недавних в марте на первенстве Дальнего Востока сборная заняла 2-е место. Но уже в мае в международном турнире в городе Уфа 1-е место было у них. В этом году в этих играх ожидается как никогда очень много команд. 10 команд будет. 6 зарубежных и 4 российских команд. Мы дома готовы и будем показать хорошую зрелищную игру. И с помощью наших стен рассчитываем попасть на призовую тройку. В выборе их увлечения их всецело поддерживают родители, родственники и друзья. У меня, например, семья волейбольная, они рады, что я попал в состав Дети Азии. Вообще то, что я занимаюсь волейболом. У других, родители поддерживают всю команду, всегда друг за друга болеют, стараются приходить на все матчи, на все соревнования. До знаменательного дня осталось немного времени. Тренировки продлятся вплоть до начала международных игр в спортивном комплексе «Стерх». Там же полностью готовые спортсмены встретятся с командами из других стран и регионов России. Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. И учиться, и трудиться. В рамках трудового проекта «Острог-2024» более 100 студентов задействованы для благоустройства 8 столичных округов. В каждом из 8 отрядов по 17 человек. Это не только студенты учебных заведений, но и старшеклассники. Подробности расскажет Аман Отов. Студенты будут работать в течение 1,5 месяца. К каждому отряду прикреплены командиры, вожатые регионального отделения «Российские студенческие отряды». Данный вид работы у нас был запланирован в 2023 году. То есть каждую осень до выпадения снега специалистами управы проводится как обход территории с целью выявления именно поврежденных участков тротуара. А в этом году нам повезло, ввиду того, что окружная администрация заключила договор со студенческими отрядами, поэтому мы привлекли больше людей для ремонта. Студенческие трудовые проекты отличаются от других тем, что на досуге проводится много мероприятий разного формата. Так, после работы для несовершеннолетних подростков будут проведены различные игры, на которых они могут друг с другом познакомиться и подружиться. Мы занимаемся ремонтными работами, меняем плитки на тротуаре. Скоро прибудет большая техника, и мы подготавливаем место, чтобы вытащить сваи, которые находятся почти на середине тротуара. У нас получается несколько групп, у нас побольше людей, да. Мы как совершеннолетние, мы занимаемся более тяжелой работой, да. Несовершеннолетние занимаются уборкой площадок. Наверное, порядка недели-двух мы будем заниматься демонтажем тротуаров. После благоустройства города многие студенты намереваются лететь и работать в рыбокомбинаты на Сахалин. Командир своего отряда рассказал, что принял решение работать совместно со своими коллегами. Там и красивые виды, знакомство с местными жителями и, конечно, хорошая заработная плата. В студотрядах я нахожусь уже 1,5 года. В прошлом году в апреле месяце вступил, потому что началась сессия, было скучно, учились по 2-3 часа в день. Но я подумал, почему бы и нет.
в Сахалине мы не только работаем по рыбообработке, рыбоотделке и так далее. У нас там есть и строительные работы, и покрасочные работы, а также соревнования между отрядами. На все лето я работаю, пытаюсь заработать деньги, потому что у меня есть девушка и есть хорошие планы на будущее. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей. Проект «Острог» – хорошая возможность для молодежи подзаработать на свои карманные расходы. Студенты и подростки помимо развития города внесут вклад и в подготовку и проведение 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Айман Отов, Аэлита Махно, Якутск. На каждых играх особое внимание уделяется питанию спортсменов. Тщательно выбирали операторов питания, подбирали персонал. В гости в Якутию приедут делегации из разных стран мира со своими кулинарными предпочтениями и традициями. Удастся ли уважить всех, узнавал Александр Хавренко. С самого раннего утра повара и их помощники выходят на кухню столовой в средней школе номер 31. Именно здесь сегодняшнего дня будут завтракать, обедать и ужинать волонтеры игр. А чуть позже к ним присоединятся и команды. Блюда на обед подобраны с учетом калорийности и сытности. Салат, суп, вторые блюда, компот и пирожки. Такому бизнес-ланчу позавидуют многие рестораны столицы. В формировании меню повара, конечно же, учитывали и особенности питания представителей разных регионов и стран. Я думаю, что мы постараемся предусмотреть все, особенно мусульманские традиции, конечно, да, и предоставить именно еду, ту, которую им приятно, наверное, будет, да, или как это назвать. Ну, я сразу говорю, что где будут обслуживаться команды из мусульманских стран, там конкретно будет предоставлено блюдо из мяса халяль. Для работы на объектах питания привлечены несколько сотен людей. Это и повара, и обслуживающий персонал. Много среди них студентов СВФУ и АГАТУ, а также колледжей. Для последних работа на детях Азии хорошая практика в будущей профессии. Руководят ими опытные повара-наставники. Конечно, волнительно, беспокоимся. Это, как всегда, работа есть работа. От души готовим, чтобы было приятно и чтобы наелись. Первыми кулинарные таланты поваров игр «Дети Азии» оценили представители волонтерского корпуса. И все остались довольны. Очень вкусный, все в очень большом таком количестве, что даже, как видите, остались еще некоторые позиции. Очень вкусно. Вам как? Огромное спасибо. Это вообще очень вкусно все, очень сытно и, конечно же, в первую очередь полезно для каждого, как спортсмена, участника и волонтера игр. Повара уверены, что смогут удовлетворить потребности всех гостей и готовы прислушаться ко всем пожеланиям и предложениям, чтобы сделать свои блюда еще вкуснее. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. На время проведения международных игр «Дети Азии» планируют задействовать 15 объектов СВФУ, включая 7 общежитий для проживания участников и волонтеров. Капитальный ремонт общежитий стартовал в конце апреля. О проделанных ремонтных работах расскажет наш корреспондент Даяна Федорова. К началу игр «Дети Азии» работа находится на финальном этапе. В 9-этажных зданиях будут проживать участники и волонтеры игр. Специально для них выделено порядка 3500 койко-мест для участников и порядка 1000 мест для волонтеров. Двор общежития приобрел улучшенный вид. Завершилась покраска стен в серо-желтую гамму. Проложен асфальт по внутридворовой территории. В настоящее время выполняется посадка цветов и растений активистами СВФУ. Есть покраска общежитий, посадка цветов, это уборка общежитий после ремонта, мебель перетаскать, все различное. Тут намного всего. Дети Азии, да, впервые все равно это в моей жизни. Историческое. Увидеть свой труд когда-нибудь, вырасту, посмотрю. Помимо этого выполнен ремонт и гидроизоляция фасада. Для этого были привлечены промышленные альпинисты. Внутри здания также проведена колоссальная работа. В коридорах покрашены стены и потолки. Приводятся в порядок комнаты. Появились новые мойки для кухни. Выполняется прокладка кафеля и установка сантехники. Стелят линолеум, заменяют кровати, шкафы и тумбочки. В первом этаже комната досуга, комната отдыха есть. И на втором этаже массажные комнаты. Еще на первом этаже переговорные комнаты будут. Все для участников «Дети Азии». Объем выполненных работ составляет 95%. Задействованы порядка 40 рабочих подрядной организации. Ремонтные работы
до нас не велись в протяжении 10 лет. Было плачевное состояние. Вот в связи с Дети Азии начали ремонт. Сейчас заканчиваем. Успеем в срок. Мы до 10-го все должны закончить 100%. Комфортные условия для жизни созданы не только для участников и волонтеров игр, но и для студентов, которые с началом учебного года вернутся в свои общежития. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а в Москве в 57-м павильоне ВДНХ презентовали экипировку игр «Дети Азии». У волонтеров, судей и организаторов она будет отличаться по цвету и содержанию. Также показали медали игр, их на сцену вынесли модели в костюмах протокольно-наградной группы. За презентацией внимательно следила Айсена Бурнашова. Синий костюм для организаторов игр с футболкой и поло такого же цвета. Экипировки организаторов представлен в синем цвете в сочетании с белым, где синий символизирует строгость, высокий уровень самодисциплины и ответственности. А вот костюм судей. Он дополнен бейсболкой. Контролировать соблюдение правил соревнований они будут в зеленом. Давайте еще раз оценим эти костюмы невероятного изумрудного цвета. И, наконец, форма волонтеров в самом ярком и сочном оранжевом. Помимо спортивного костюма, футболки и пола, в их комплект входят шорты, рюкзак и сумка кроссбоди. Деятельность волонтеров охватывает широкий круг задач и поэтому включает наибольшее количество изделий. Буквально в течение, наверное, ближайшего месяца вот вся форма, которая была сегодня презентована, она заполонит город Якутск. И, скажем так, люди в той или иной категории, которые будут носить экипировку, они будут встречаться на каждом шагу. Отличаются по цветам и медали игр – золотая, серебряная и бронзовая. Но объединяет их общий дизайн с элементами якутской культуры. Дизайн их вдохновлен якутскими национальными мотивами. Мы видим перо стерха, означающее легкость и бескорыстие, а также в центральной части расположились сэргэ, как знак гостеприимства. Медали достанутся сильнейшим спортсменам. Всего на играх будут разыграны 239 комплектов по 24 видам спорта. А пока борьбу за них ведут объективы камер и телефонов, чтобы запечатлеть, как медали выносят на сцену. Внимание и к костюмам протокольно-наградной группы. Именно в таких нарядах в Якутске победителям игр будут вручать медали. Золотая медаль символизирует первое место и демонстрирует высочайший уровень спортивного мастерства. Чемпионы, завоевавшие золото, могут с гордостью носить свою медаль. И пусть она станет символом их спортивного успеха. Через 22 дня Якутск станет столицей детского спорта. В республику приедут более 3000 юных спортсменов из 26 стран мира. Дети Азии – не просто соревнования. Для многих атлетов это шаг к олимпийским высотам. А значит, и борьба за медали развернется серьезная. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Такое увидели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.